Новиков Владимир Владимирович родился в 1979 году в городе Москва. В 2001 году окончил исторический факультет Московского городского педагогического университета. В 2005 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук. В настоящее время Новиков Владимир Владимирович – научный сотрудник Института социальных и политических исследований стран Черноморско-Каспийского региона, автор ряда научных публикаций. Хотелось бы в двух словах услышать ваше отношение к советскому наследию. Ну, на самом деле в этом наследии есть ценное, в том числе и для нас сегодняшних, но вместе с ним есть черные страницы, через которые надо перешагнуть, которые надо анализировать, именно за тем, чтобы мы не повторили тот страшный опыт. В настоящее время очень серьезно критикуют Горбачева, автора «Перестройки», перестройка, которая завершилась развалом советской державы. Как вы думаете, мог ли Горбачев, используя экономическую модель 20-х годов, я имею в виду НЭП в Советском Союзе, попытаться не развалить советскую державу, а дать ей новое дхание? Ну, мог, но для этого надо бы быть не Михаилом Сергеевичем Горбачевым, а товарищем Дэн Сяопином. Вот тут как бы... А к сожалению, с этим у нашего бывшего генерального секретаря было плохо. Мой последний вопрос, он практически такой родственный со вторым вопросом. Вот скажите, элементы плановой экономики, они могут быть востребованы сегодня в России? Ну, скажем так, элементы плановой экономики востребованы крупными западными корпорациями, именно элементы, я подчеркиваю. А почему же они не могут быть востребованы в России? Ну, у нас в России, к сожалению, либо рынок без берегов, либо план без меры. Среднего мы... Спасибо вам огромное. Удачи на лекции. Спасибо. Добрый день. Фундаментальные исследования по истории XX века, по истории СССР, советской системы, советского режима, они не только интересны, они не только перспективны, но я думаю, что они очень необходимы. И лекция, которая сегодня состоится, мне кажется, что будет свидетельством того, о чем я сейчас с вами, говорила. Добрый день. Это кафедра лекции на абхазском телевидении. Гость нашей программы Новиков Владимир Владимирович, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института политических и социальных исследований стран Черноморско-Каспийского региона. Я правильно все сказала? Правильно. Да. Тема моей лекции – это поездка абхазских большевиков Нестора Лакобы и Ефрема Эшба в Турцию в конце 20-го, начало 21-го годов и отчеты, и их письменные отчеты об этой поездке. Начну я свой рассказ с того, что процесс советизации Закавказья является очень интересной страницей истории. И я считаю, что под определенным углом зрения, если смотреть на этот процесс под определенным углом зрения, то этот процесс в какой-то степени достаточно мало изучен. Ну, в классической советской схеме существовали силы прогрессивные, коими являлись большевики, и реакционные, коими являлись грузинские меньшевики, муссаватисты, дашнаки и так далее. Но никто же не рассматривал эту проблему под тем углом зрения, что одновременно с борьбой за советизацию Закавказья шла борьба и за то, как будет устроен это советизированный Кавказ, да? Кавказ советский, да, и здесь мы уже понимаем, что нельзя говорить только о большевиках, допустим, и грузинских меньшевиках, ведь существовали и абхазские большевики, да, существовал и ревком той же Южной Осетии, существовали какие-то силы в той же Мингрелии, которые хотели бы автономию, допустим. Это был очень и очень непростой процесс.
Вот долгое время, в советские годы, совершенно очевидно, что под этим, да, и, конечно же, существовали дипломатические маневры вокруг советизации Закавказья, в том числе и дипломатические маневры Советской России в отношении кемалийской Турции. И вот, по моему мнению, вот эти два процесса, то есть борьба скажем так, за устройство уже советизированного Кавказа и Закавказья. И вот эти дипломатические маневры очень часто это процессы, которые накладывались друг на друга. Совершенно очевидно, что в советские годы, безусловно, говорить об этом откровенно было нельзя. По одной простой, понятной нам причине, что была определенная схема, и можно было действовать только в рамках этой схемы. Но наступил конец 80-х, когда говорить об этом стало можно, и какие-то вещи интересные, процессы, интересные факты начали выплывать наружу. Ну вот если касаясь моей непосредственной темы, то здесь речь идет о том, что впервые в 1990 году в очерках политической истории Абхазии Станислав Зосимович Лакоба впервые прорвал завесу молчания вокруг поездки руководителей абхазской большевистской организации Нестора Лакоба и Ефрема Эшбе в Турцию, где он просто этот факт описал. Да? Он написал, кто был в составе делегации, с какой по какой период эта поездка продолжалась и так далее. И там же он выдвинул две гипотезы, что Нестор Лакоба установил контакт с влиятельными турецкими должностными лицами, чему способствовала связь, так сказать, абхазская диаспора в Турции. И вторая гипотеза, что... Тут я просто позволю себе прямую цитату. Вероятнее всего, основная задача, представленная перед группой, заключалась в том, чтобы Турция отказалась от Батума и Батумской области, остается только надеяться, что когда-нибудь из партийного архива извлекут особо секретный отчет Эшба или Лакоба об этой крайне интересной поездке. Вот об этих-то самых особо секретных отчетах мы сейчас и поговорим. Хотя, если говорить откровенно, то как раз о самом интересном, то есть о Батумской области, там сказано вскользь и намеком об этих сложных переговорах. В начале же о чем же все-таки идет речь, да? О каких документах? Значит, мною в Российском государственном архиве социально-политической истории мною обнаружены 4 документа, которые ранее, как я понимаю, были историкам неизвестны. Первый документ – это доклад Нестора Лакоба Совету пропаганды и действия народов Востока о политическом положении Старой Турции от 8 мая 1921 года. Второй – это доклад Ефрема Эшба, тому же Совету пропаганды и действия народов Востока от 20 апреля 1921 года. Значит, вот это действительно, это подлинники этих документов, потому что на них не копии и не черновики, потому что на них в конце каждого из этих отчетов рукой Лакоба Эшба поставлена подпись и дата от руки и место. Сухум там условно. Сухум, 20 апреля 2021 года, Эшба. Значит, там же были обнаружены еще 2 документа. Это беседа товарища Эшба с министром иностранных дел Беки Самирбеем, это министр иностранных дел правительства Кемаля, а второе, эта беседа не датирована, но совершенно очевидно, что речь идет о январе 2021 года. Вот. И второе, это беседа Мустафы Кемаль-Паши с уполномоченным Совета пропаганды и действия народов Востока товарищем Эшба от 29 января 1921 года. Почему я так говорю, там, товарищ Эшба и так далее? Я просто цитирую то, как этот документ строго назывался. Да? Значит, найдено это в фонде 544, опись 3, дело 46. Это фонд 544, опись 3, это документы Совета по делам пропаганды и действия народов Востока, созданного после съезда народов Востока в Баку в 2020 году. А вот это, собственно говоря, дело, в котором я это обнаружил,
Это дело называется следующим образом. Я прошу прощения, если вдруг, когда я цитирую, будут какие-то несуразности в названиях документа, потому что, ну, извините, так они озаглавливали, да, люди. Доклады, информации и другие материалы о положении в Турции, поступившие в Совет пропаганды и действия 1 января 1921 года, сентябрь 1921, то есть за 9 месяцев 1921 года. Да? Объем дела это общий 353 листа, языки русский и турецкий, интересующие нас документы все на русском языке. Значит, кроме вот этих 4 документов, что еще есть в этом деле? Во-первых, есть копия доклада Лакоба, вот, возможно, копия доклада Эшба, видимо, вот это черновики. Причем, почему интересно, почему тут можно предположить одну очень интересную вещь, что на вот копии доклада Эшба почему-то нет росписи, но стоит дата 8 мая 2021 года. То есть этой датой озаглавлен беловой вариант доклада Лакоба. Хотя тот вариант, который считается основным, доклада Эшба озаглавлен 20 апреля 2021 года. То есть это означает, что, видимо, Эшба поставил впоследствии более раннюю дату, а они сверяли материал. Там же есть еще 2 варианта, 2 копии доклада Эшба. Да? То есть тоже, опять-таки, ну там уже никаких ни пометок, ничего. Ни пометок, ничего. Значит, что здесь, с чем интересны эти, как бы, почему эти документы не могли быть, ну, в какой-то мере, да, там, быть ранее выданы, да, скажем так, или обнаружены историками, да? Почему эти документы, судя по всему, были, во-первых, они были там на копиях, на беловых вариантах доклада Эшба Лакоба стоит штампик красными чернилами, на нем сверху 4 буквы ИККИ. И внизу слово «секретно», да, ИККИ – это исполнительный комитет Коммунистического интернационала, то есть они хранились еще и в Коминтерновском архиве, да. Значит, почему эти документы были, скажем так, неизвестны, и почему их, как я понимаю, судя по всему, по режиме секретности, ведь их же искали, тот же Станислав Лакоба, да, там и Дидзари ими интересовался этими документами в свое время, насколько мне известно, да, но это же понятно, что что это означает, что просто их от историков старательно прятали. Значит, почему? На то есть свои причины. Значит, причем эти причины менялись в зависимости от, скажем так, периода. Да? Ну, сначала с 21 по 37 год эти документы были понятны, что это секретность, это все живы, все здоровы, и все понимают, что как бы нельзя что документы имеют актуальность. Да? Затем с 1937 по 1956 год эти документы нельзя было говорить, так как основные фигуранты это просто враги народа. Ну кто такой Ефрем Эшба или Нестор Лакоба официально с 1937 по 1956 год? Враг народа. Да, там. Потом был длинный период с 1956 по 1989 год, когда поиск этих отчетов был затруднен тем, что многие темы специально закрывались. Это следователь по причине их идеологической неудобности, скажем так, желание властей ретушировать прошлое. Да? Совершенно очевидно, что в хрущевские и брежневские времена уже вот противоречия как бы между Абхазией и Грузией они набирали мощность. Да? Совершенно очевидно, что как бы Хрущев и частично Брежнев опять-таки очень частично ликвидировали те несправедливости, которые творились в отношении абхазского народа в сталинский период. Но, однако, это была частичная ликвидация, и опять-таки на эти несправедливости накладывались другие несправедливости со стороны официального Тбилиси. А с другой стороны мы можем в этот период говорить о том, что начинала фрондировать сама Грузия, да, и по отношению к Москве, и как бы
Вот тут, опять-таки, я говорю очень неполиткорректно, как, если рассматривать это как лекцию гражданина России, да, что Москва хотела, наверное, бы в тот период, там Брежневская Москва и Хрущевская, да, руководство ЦК, но хотела бы за счет абхазских интересов чуть-чуть бы вот умиротворить грузинскую фронту в отношении Москвы. И, естественно, если бы эти документы были показаны, то было бы сказано, что, простите, не только Григорий Орджоникидзе участвовал в процессе советизации Закавказья, не только кавказские большевики, но и абхазские, да, и на этот бы процесс вообще бы можно было бы посмотреть по-другому, да. И поэтому и совершенно очевидно, что как бы более того, поэтому и нельзя было отдавать эти документы, да? Значит, а кроме того, существует и причина идеологическая, да? О которой я расскажу, когда я буду, собственно, рассматривать, перейду к анализу имеющихся документов, да? Вообще следует отметить, что вот роль абхазских большевиков в советизации той же Грузии, Закавказья и, скажем, в их роли в каких-то закулисных дипломатических маневрах грузинские историки пытаются игнорировать до сих пор. Да? Ну, например, известный грузинский историк Автандил Ментишашвили, который, насколько я помню, долгие годы возглавлял кафедру истории России и Советского Союза Тбилисского госуниверситета, в одной из своих работ начинает всячески описывать, что речь идет, что советизация Грузии была результатом сговора между РСФСР, Великобритании, при этом в качестве доказательства он пишет, при этом он всячески игнорирует возможность, что происходило в тот момент между Кемалем и Советской Россией, он почему-то этот факт игнорирует. При этом Ментишашвили в качестве доказательства цитирует письмо Орджоникидзе от 28 января 1921 года. Сталин пишет: ЦК принял решение вести подготовительную работу, если понадобится военное вмешательство или оккупация Грузии. Сообщи о наличии сил. Троцкий говорил о слабости фронта. Сообщи на мое имя, может ли одержать решительную победу с наличными силами. Ну, вот так товарищ Сталин именно не можно ли, а именно может ли. То есть так волновался, что перепутал. Начнем после договора с Англией. Ну и дальше длинная цепь рассуждений Ментишашвили о том, как же Великобритания и Советская Россия сделали плохо для несчастной Грузии. Но тут на самом деле нужно два просто простых факта, что советско-британское соглашение торговое, о котором он говорит, было подписано 16 марта 1921 года. А советское наступление на меньшевистскую Грузию началось 16 февраля, то есть ровно за месяц. При этом день в день вот с этим торговым соглашением 16 марта 1921 года был подписан Московский договор между РСФСР и Турцией, в котором был закреплен тот самый территориальный обмен, возвращение Батумской области. Вот. Ну и уж, конечно, совсем никуда не годится пассаж Ментишашвили о том, что советизацию Грузии ускорил факт признания странами Антанты де юре Грузинской Демократической Республики 27 января 1921 года. По-моему, все понимают, что факт признания де юре скорее осложнил бы действия большевикам, чем упростил бы их. Да? Что же нам повествуют эти документы Лакоба и Эшба? Значит, это два доклада, это очень такие полноценные аналитические документы, содержащие впечатления о кемалистской Турции, социально-экономической и политической ситуации, о лицах в окружении самого Кемаля, об их политических взглядах. И что очень важно, и что очень нетипично для тех времен, Лакоба и Эшба очень критически относятся к тому, как, собственно говоря, действуют советские работники, советские дипломатические представители, как бы те эмиссары Москвы, которые поехали туда, как очень критически относятся к их действиям в отношении кемалистов и в отношении, значит, того, как они проводят советскую линию. Ну, в частности, можно даже вот процитировать
процитировать, что Эшба, который говорит прямо и жестко, да, нужно сказать, что за некоторыми исключениями вместо положительной революционной работы советские работники подорвали авторитет большевизма и советской России. Самые разнообразные группы регистродов, реввоенсоветов и так далее наезжали в Трапезунд, в Самсун, Кирасунд с секретными заданиями, секретные задания в кавычках. Конечно, о них и их заданиях знал любой турок с улицы, а своим нетактичным поведением, иногда пьянством, иногда распродажей казенного имущества они дискредитировали советскую власть, таким образом об их коммунистической работе и говорить не приходится. На самом деле, я думаю, что вряд ли такой вывод понравился Совету пропаганды и действий народов Востока. Да? И уж тем более, вряд ли он понравился в Кремле тем, кто с этим документом знакомился. Да? Но далее шел еще более жесткий вывод, который делали Лакоба и Эшба. Они делали же вывод, который совершенно, конечно же, не понравился бы в Москве. Ну вот, например, вывод, естественно, касался ситуации в Турции, да, и возможности экспорта большевистской революции в Турцию и экспорта, соответственно, ее дальше на восток. Что же пишет Лакоба об этом вопросе? Надо в корне пересмотреть нашу восточную политику и наши отношения к Турции. Не надо забывать, что всякий успех кемалистского оружия на Антантовском фронте усиливает реакцию среди трудящихся масс Турции. Чем больше успехов в Кемале, тем больше он развивает панисламистскую идею среди мусульманских масс, тем вернее он душит всякую попытку для революционной работы в Турции. Наоборот, в поражении Кемаля на его фронтах я склонен видеть стихийное усиление недовольства против него турецких масс. Это недовольство может вылиться, если не в настоящую социальную революцию, то в революцию крестьянскую, аграрную. Такая революция в Турции возможна. В этом случае руководство политической работой принадлежало бы нам, коммунистам. Наша моральная и идейная материальная поддержка кемалистам в последнее время явно ими эксплуатируется в своих грязных узконациональных целях. Дальше была, значит, очень интересная характеристика, которую Лакоба дал самому Кемалю. Да? Я тоже позволю себе цитату, пусть она будет достаточно длинная. Значит, Лакоба пишет о Кемале: этот человек ловкий политический делец. По идее, он самый реакционнейший из реакционных. Кстати, вот это выражение «реакционнейший из реакционных» — это одно из любимых лакобовских выражений. Он его применял и к Деникину, и к генералу Алексееву, первому командующему добровольческой армией. Это у него часто очень в текстах его сквозит. Панисламистская его натура слишком определена и оформлена, чтобы из-за пустяков продаться кому бы то ни было. Последний умен, чтобы хорошо ориентироваться в международной политической ситуации. Он логичен в своих ориентациях. Если надо, если это даст достижение его целей, то он станет заигрывать с Антантой и пугать Совет Россию. А если же надо проделать обратное, то и в этом случае он найдет лазейку. Советскую Россию и буржуазную Европу он рассматривает как два непримиримых врага. Борьба между ними идет не на жизнь, а на смерть. Это Кемаль хорошо знает, но он одинаково ненавидит оба враждебных лагеря. Смерть того или другого, а то и обоих вместе, для него безразлична. Убить одним выстрелом двух зайцев. Эшба пишет еще более определеннее, да, о правительстве Кемаля. Без сомнения, поскольку правительство Кемаля ведет борьбу с западным империализмом, оно должно быть поддержано Советской Россией, но не нужно забывать контрреволюционного во внутренней политике своей сущность кемалистского правительства. Каждый шаг, направленный к укреплению правительства Кемаля, для самого турецкого крестьянства является контрреволюционным. И вот здесь-то я хочу вернуться к еще одной причине, почему эти документы не давали историкам. Потому что если бы их дали, я не знаю, там, с 56 по 89 год, да, там, то совершенно было бы понятно, что... Ну вот выяснилось бы, что Нестор Аполлонович Лакоба и Ефрем Алексеевич Эшба смотрели на советскую восточную политику куда более дальновидно, чем многие кремлевские вожди, чем тот же Орджоникидзе, который мечтал об экспорте революции. И, то есть получалось то, что как бы, ну...
это идет вразрез с официальными установками, да, что внутри советского режима были люди с независимым мнением, и это независимое мнение оказывалось, так, если посмотреть сквозь призму времени, куда более верным, чем многие мнения, куда более, опять-таки, прошу прощения за тавтологию, более высокопоставленных людей в тогдашнем руководстве, да. И с учетом того значимости фигур Лакоба и Эшба для Абхазии, можно сказать, что это бы, конечно, естественно, вызвало бы определенные последствия, в том числе и политические. Значит, теперь вот эти две беседы, да, о которых я говорю, что два отчета, две беседы. Значит, это беседы Эшба с Бекир Самибеем и Ататюрком. Значит, кто такой Ататюрк, знают все, а кто такой Бекир Самибей, этого человека во многом уже в современном, так сказать, мире забыли. Да? Бекир Самибей – это министр иностранных дел Кемалийской Турции, первый министр иностранных дел, который человек очень интересной судьбы. Его отец Муса Кундухов был осетин по происхождению, осетин-мусульманин, и в царской армии он дослужился до чина генерала. А вот в 1865 году Муса Кундухов, отец Бекир Самибея, делает совершенно неожиданный ход. Он по договоренности с царским правительством и султанской Турцией, он организовал переселение 5000 кавказских горцев, это осетины-мусульмане, чеченцы и ингуши, в Турцию. И организовал он под определенным предлогом. Он сказал царскому правительству, он объяснил, что если царское правительство ведет такую политику по отношению к горцам-мусульманам, то лучше действительно их переселить, чтобы не создавать здесь, на этой территории, основу для мятежей. То есть личность, фигура, о которой Кундухов-старший был фигурой безумно сложной, о которой до сих пор спорят, что же он хотел, просто обманул ли он горцев, не обманул ли он горцев, был ли он, насколько он был честен в своих этих убеждениях, ну, это как бы выходит за рамки нашей темы, я не буду, как бы, да, здесь так говорить. А вот его сын прошел очень сложный путь, также он дослужился в султанской армии до генерала, и в итоге примкнул на определенном этапе к Кемалю, и стал его первым министром иностранных дел. Кстати, потом их пути разошлись. Бекир Самибей вынужден был уехать послом в Лондон, где и остался, и умер. Значит, о чем идет речь в этих беседах? Бекир Самибей, как человек, который охарактеризован, кстати, в этих докладах, как фигура, скажем так, являющаяся лидером правого крыла кемалистов, говорит, ну, нам не нравится политика Советской России по отношению к мусульманским массам в Поволжье, на Кавказе, в Центральной Азии, да, то есть речь идет уже об идеологических разногласиях. А вот Кемаль уже говорит о том, что он, который всячески подчеркивает, что ему близки идеи коммунизма, но не стоит слепо их копировать в Турции, что вообще все замечательно, что вот здесь вот, что мы договоримся. Он начинает говорить уже о геополитических разногласиях между Турцией, кемалистской Турцией и Советской Россией. И, видимо, эти беседы, а также поездки, также результаты поездки и то, что они наблюдали в поездке по Турции, позволили сделать Эшба и Лакоба те выводы, которые я вот вам сейчас озвучил. И вот что интересно в этих документах, что в этих документах интересно то, что они всячески, что Лакоба и Эшба как бы пишут для понимающих, то есть там нет прямого указания на предмет их визита. Но, судя по описанию их визита, а Лакоба проехался с одной группой абхазских большевиков по одному маршруту в Турции, Эшба по другому, потом они соединились в Константинополе, и уже из Константинополя они были вызваны сюда, так как уже начиналась советизация. Да? И дальше мы помним, что произошло, что фактически абхазские отряды повстанческие, киаразовские, освободили вместе с Красной армией
всю Абхазию, а затем именно абхазские повстанческие отряды, как свидетельствуют документы о советизации Грузии, раньше, чем Красная Армия, перешли Ингур и двинулись в Менгрелию. Вот это интересно. И, кстати, в марте 21-го именно в Батуми произошла, именно поэтому в марте 21-го в Батуми произошла очень большая концентрация как, собственно, абхазских повстанческих отрядов, так и политических лидеров абхазских. Ну, естественно, большевистских. Значит, что касается, собственно, Батума, как мы понимаем, здесь существует в этих документах существует одно упоминание, но зато какое. Здесь важно, опять-таки, цитату. Эшба пишет: «Нужно создать такую политику, которая бы привязала правительство Кемаля определенной зависимости к советскому правительству, которая бы заставляла ежеминутно чувствовать авторитет Советской России. Одним из подобных очень желательных политических фактов является батумский пример». То есть он прямо намекает на некие закулисные договоренности, да, которые произошли, и в результате которых Батум был передан как бы Советской России. Да? И здесь, безусловно, стоит немножко напомнить о том, что же происходило-то вокруг, собственно, Батума, да? Потому что то, что такие договоренности были, это просто следует из хронологии тех событий, которые мы знаем. Да? 16 февраля 21 года начинается советизация Грузии. Да? 23 февраля 21 года командующий Турецким Восточным фронтом, ну, фактически это турецкие войска в Западной Армении, генерал Казым Карабекир, который был, так, между прочим, еще и сильнейшим конкурентом Кемаля Ататюрка в борьбе за общетурецкое лидерство. И еще, кстати, в тот момент, в феврале 20-21 года, еще было непонятно, кто из них выдержит эту борьбу за лидерство, да? Так вот, Карабекир потребовал от грузинских властей освободить города Ардаган и Артвин. И одновременно, так сказать, грузинские меньшевики пытаются спасти ситуацию за счет организации советско-турецкого конфликта. Они вступают в секретные переговоры с Карабекиром и договариваются о занятии Батума. При этом само-то меньшевистское правительство в тот момент бежало из Тифлиса в Батум, они находились как раз там. Да. И 7 марта 21 года Карабекир окончательно договорился с меньшевиками о занятии Батума. 11 марта Батум дальше идут 2 дня кровопролитных боев. Причем, честно говоря, силы-то были в тот момент не совсем на стороне Красной Армии. Да? Красная Армия прошла всю Абхазию, Грузию и дошла до Аджарии. Да? Это вообще достаточно был непростой путь. Да? И как там Владимир Ильич-то написал, когда под Варшавой было поражение? «Бегом от Варшавы немедленно ваш Ленин». Да? И не факт, что Владимир Ильич, не поняв бы ситуацию на фронте, не написал бы «бегом от Батума немедленно». Да? Вот тот момент был, это не факт. Но вдруг 16 марта подписывается этот договор. Сначала начнем с того, что где-то в районе 14 марта Карабекиру говорят «прекрати». Из Анкары летит телеграмма Карабекира «прекрати» все действия против большевиков. 16 марта подписывается Московский договор, нам известный, да, по которому там, где закрепляется этот Батум за советской стороной. А 18 марта происходит, естественно, эвакуация турецких войск из Батума. Значит, да, и вспомним, что именно в Батуме в тот момент происходит, сразу же после вывода этих войск, Батумское совещание руководителей Абхазского ревкома, где провозглашается СССР Абхазия, да? И совершенно очевидно, что такие вот территориальные обмены, они не делаются за 2 дня, да, там, как нас пытаются иногда убедить, что вот там большевики просто оказали некое, так сказать, упорство, и турки отступили, да. Батум был, кстати, для большевиков, ключевым
ключевым пунктом, потому что именно через порт Батум должен был экспортироваться советские нефтепродукты, которые уже появились после советизации Азербайджана. И именно экспорт нефтепродуктов был одним из ключевых пунктов советско-английского торгового соглашения, о котором нам так страстно вещают грузинские историки, да, что вот советизация Грузии была результатом именно советско-английского соглашения. Я могу сказать, что без Батума, без передачи Батума, собственно говоря, весь проект советизации Грузии и Закавказья дальнейшего не имел бы смысла, потому что если все делалось под советско-английское соглашение, а нужен был порт для вывоза нефтепродуктов, то Батум это была ключевая точка. Да? Совершенно очевидно, что вопрос о Батуме решался в течение нескольких месяцев 2020 и 2021 года. И то, что пишет Эшба «Батумский пример», совершенно очевидно, что он в курсе всех этих закулисных маневров. Понятно, что он в этом участвовал. Понятно, что он знает всю подноготную. И здесь важно отметить, что, конечно, вот тут те документы, которые я нашел в Российском государственном архиве социально-политической истории, они, конечно, важны, но я считаю, что недостаточны. Моя гипотеза состоит в следующем, что должны быть где-то в архивах еще и, скажем так, материалы, собственно, от поездки. То есть, во-первых, письменные инструкции, они не могли не быть письменных инструкций. А во-вторых, они не могли не вести переписку в тот момент с самим Советом пропаганды и действий народов Востока. Потому что, если, извините, две группы товарищей ездят свободно по Турции, то они должны как-то поддерживать и связь со своими. Да? И, собственно говоря, турки их так свободно пускают везде, те все смотрят. Нельзя поверить, что такой осторожный человек, как Кемаль, и тем более люди из его окружения, пустили две группы абхазов в этот момент просто так на экскурсию посмотреть, что там происходит в Турции. Да? Значит, у этой миссии была какая-то цель, и совершенно очевидно, что она была именно в подготовке, так сказать, нужных форматов советизации Грузии, да, советизации Грузии и Закавказья. То есть это были именно закулисные договоренности. И вот мне кажется, что, конечно, это результат, вот эти найденные мной документы, это результат такого промежуточного достаточно поиска. Надо искать, безусловно, надо искать переписку, надо искать какие-то еще. Безусловно, что тут и в МИДовских архивах, в архивах российского МИД надо посмотреть, хотя архив внешней политики России в настоящий момент закрыт на ремонт. Да, так. Вот. Завершая, я бы хотел сказать следующее, что на самом деле вот то, о чем я сейчас рассказал, это поучительно не только с исторической точки зрения. Да? Вот мы не только узнали, что там знает Кемаль, что там Лакоба думал о Кемале. Сейчас, к сожалению, в российском экспертном сообществе по отношению к разным регионам, в том числе и к Кавказу, существует очень такое, как бы сказать, мнение, по-моему, которое все больше и больше доминирует. Это мнение заключается в том, что давайте исследовать только те процессы, которые происходят сейчас. А то, что было 100, 70 лет назад, даже 20, нас не интересует. Потому что это уже устарело, это никак не влияет на происходящее. Но мне кажется, что если мы будем смотреть на многие сегодняшние процессы сквозь призму времени, в такой ретроспективе, и в том числе сквозь призму тех исторических коллизий, которые складывались в 20-е, 30-е годы, то мне кажется, что мы можем многое понять из того, что происходит сегодня. Да? Мы можем что-то понять, что-то осмыслить, может быть, как-то посмотреть на нас сегодняшних со стороны и посмотреть, что те ошибки, которые, может быть, мы сегодня совершаем, да,
они могут быть исправлены или там какие-то, или что-то там, или каких-то ошибок мы не совершим именно исходя из анализа нашего прошлого. Вот на этом бы я хотел завершить, если я прошу прощения, но есть ли вопросы? Как вы думаете, можно Лакоба и Эшба рассматривать как реальных политиков своего времени? Или это были люди, которые как-то заразились вот такой коммунистической, большевистской идеологией? Во-первых, они действительно реальные политики, если бы они были догматиками, да, зараженными большевистской идеологией, то не было бы тех выводов, да. Во-вторых, ну, если бы они были бы людьми, не понимающими в ситуации, то их бы туда и не послали, да. И в-третьих, ну, что можно сказать, ну, сама логика той политики, которую проводил Лакоба, уже будучи руководителем сначала СССР Абхазии, а потом и абхазской автономии, когда ее понизили до статуса автономии, то она была в том, что он, конечно же, понимал, что он делал, скажем так, все, как бы сказали бы большевистские догматики, на свой манер, как сказали бы люди, которые понимают что-то в происходящем. Он делал все с учетом именно абхазской специфики, стараясь не навредить обществу, стараясь не подстраиваясь под известную формулу «лес рубят, щепки летят». Вот он старался, чтобы этих вот щепок не было, да, или их было, скажем так, как можно меньше, да. Он, ну, конечно же, тут сыграли с Лакоба и его особые отношения в какой-то мере, период сложившиеся, да, с московским руководством. Но я прошу прощения, вот у нас вот есть в Москве люди, которые говорят, а почему вот Лакоба, он так вот, что, да ему много ли ему стараться надо было, чтобы проводить независимую политику. Он принимал у себя на курорте все политбюро, но, извините, все политбюро принимали у себя на курорте и в Сочах, и в Ставропольском крае, и много где угодно. Ну что были эти люди, руководители тех регионов, проводили очень самостоятельную политику, они учитывали местную специфику, зачастую всего нет. Да. А Лакоба сумел, даже если он при этом чем-то вот воспользовался каким-то особым положением Абхазии, но так это, извините, надо иметь ум и смелость, чтобы так себя вести. В ходе лекции вы неоднократно подчеркивали, что для большевиков, для их власти огромную роль играл так называемый регион, то есть Батуми. Стратегически важный регион в Закавказье в целом, да. И они пришли к соглашению с Турцией, по которому, в частности, Турция отказалась от этого региона, да, получается. А от чего Советский Союз отказался? Ну, он фактически отказался от Эрдогана и Артвина, и от части Западной Армении. Но тут ведь вопрос заключается в том, что Советский Союз мог не получить тогда еще РСФСР и Грузинская ССР, да, там вот так вот. Потому что Советский Союз, как мы помним, был создан в каком? В 22 году, да? В декабре 22 года, где Закавказская Советская Федеративная Республика подписала, значит, этот договор о создании СССР. Но я же говорю, что ситуация в тот момент, скорее конъюнктура сиюминутная, была не на стороне Советов. Потому что войска устали, не было сил для дальнейшей войны, они устали от гражданской войны. И Кемаль вполне мог, так сказать, потребовать и Батум себе. Потому что, более того, будучи в какой-то степени в выигрышном положении, он еще мог разыграть эту карту и во внутритурецкой самой игре. То есть он мог показать тому же Карабекиру и другим своим соперникам, что вот, а я-то больший патриот, чем вы. Но в результате он же отказался, он пошел на это политическое соглашение. Вы отмечали в ходе лекции, опять же, что к Лакобе и Эшбе такое отрицательное отношение было
то есть с 1937 по 50-е годы. А в настоящий момент в российской историографии, в частности, какое к ним отношение? Хотелось бы узнать. Наша историография современная, она очень часто не замечает, очень старается не замечать многие фигуры. Это не только там к Абхазии относится, да, но и к очень многим процессам, да. И, к сожалению, Лакоба и Эшба очень часто, они, кстати, они являются в фокусе внимания очень малого количества российских историков, да, там вот я, еще кто-нибудь там этими фигурами интересуется, но, к сожалению, наше историческое сообщество сейчас пошло по принципу, что есть фигуры первостепенные, а есть второстепенные. И вот недавно мне было очень смешно слышать, как один очень неглупый человек, действительно очень неглупый человек, и неплохой, кстати, эксперт, ничего не хочу про него сказать, он вдруг начал говорить, а вот что это придумали за предмет такой, новую науку, кавказоведение? Это же всего лишь вся та же история и еще куча гуманитарных наук применительно к Кавказу. Зачем вы думаете отдельный предмет? Ну тогда придумайте предмет резоноведения и воронежеведение, да, там о москвоведении я не говорю, оно в московских школах есть, да. Ну, как раз попытка свести тоже кавказоведение к краеведению, она тоже очень, так сказать, ну, неправильная. Но если уж договаривать до конца по поводу Лакоба и Эшба, то, к сожалению, в нашей исторической науки и околоисторических, скажем так, деятелей, которые часто к науке не имеют, но задают какой-то тон. К сожалению, сейчас есть очень неприятная тенденция, это называется реабилитация Лаврентия Берия. Причем эта реабилитация идет с двух сторон. Как со стороны как бы тех, кто считает себя либералом, да, ну для них, а что? Берия-то у нас, они так посмотрели документы 1953 года, и вдруг узнали, что Берия, оказывается, говорил, пора прекратить политику культа личности. Ну, понятно, что вместо одного культа личности должен был возникнуть другой. Прежде чем должен был возникнуть другой, старый культ личности был стерт. И оказывается, Лаврентий Павлович у нас теперь главный либерал. С другой стороны, силы, которые как бы консервативные силы, они говорят, да, а вот атомный проект, а вот еще что-то, ну, простите, заслуги того же Завинягина или Круглова, министра внутренних дел в период Хрущева, да, короткого, в атомном проекте, в организации, собственно, атомного проекта куда больше, чем заслуги того же Берия, да, и уж, наконец, образ патриота и верного сталинца Лаврентия Павловича Берия меркнет, если внимательно почитать те документы, которые лежат в деле Берия, да, и которые опубликованы. Это, извините, что начиная с конца 20-х годов, он, видимо, сначала выполняя задания своего непосредственного руководства, а потом, уже достигнув определенных политических вершин, видимо, уже в своих каких-то интересах, он активно заигрывает с грузинской политической эмиграцией. Более того, именно Ной Жордания и Рамишвили говорят, что ага, вот тот человек, который нам нужен. Вот Сталин-то это, конечно, не очень хорошо, да, хотя я не апологет Сталина, более того, совсем наоборот, да. А вот этот сделает то, что нам нужно, да. В итоге-то он сделает то, что нам нужно. И, извините, игра с грузинской политической эмиграцией. Какой тут... Типичная такая фигура, скажем так, ну, если уж сравнивать так революционные эпохи, то скорее такая термидорианская, да? Типичный такой продукт эпохи термидора и раннего бонапартизма, со всеми сложностями, двусмысленностями, которые могут здесь существовать. Поэтому, когда идет, извините, апология Лаврентия Павловича, то, соответственно, к его жертве, главной его жертве, да, отношение... Ее либо Лакоба стараются замолчать, либо даже вот есть товарищи, которые пытаются утверждать, что не было никакого отравления в Тбилиси. А простите, что сердечный приступ был, а простите, зачем такое количество трупов вокруг смерти Лакоба? Да, ведь были уничтожены врачи, члены семей, да, которые как бы имели отношение к тому, что происходило вокруг похорон Лакобы, и которые знали причину смерти Лакобы. Зачем такое количество трупов, если не было отравления? Вопрос же возникает, логически.
большевики российские, советские и большевики абхазские, вот в процессе работы над новыми документами, которые вы нашли, разница между ними обнаруживается? Обнаруживается. Безусловно, эти люди, что Лакоба и Эшба, они, будучи при этом, приняв этот марксизм, да, вступив в эту партию и все прочее, они, не оказались догматиками, они оказались соединены со своим народом. Более того, для них в какой-то мере там, почему, допустим, в 18 году не победили большевики? Потому что здесь, в Сухуми. А 21 год он оказался удачным, потому что они поняли, что прежде чем что-то делать и приносить сюда, надо сопрячь эту большевистскую норму с теми народными чаяниями, которые здесь есть. А Россия прошла тяжелейший путь в это время, именно накануне советизации, как, например, скажем, представьте себе, какие огромные были жертвы в период Первой мировой войны. Ребята, наверное, знаете, да, какие цифры? Цифры называются историками разные, да? 1,7 миллионов, 2,5 миллионов россиян погибло в Первой мировой войне. Или в гражданской войне тоже называют цифры колоссальные. Это от 8 миллионов до 15 миллионов и так далее. Еще во время гражданской войны большевики, которые затем, в общем-то, немало сделали, конечно, для создания такой гигантской империи, как Советский Союз, если эта информация соответствует действительности, применили химическое оружие против собственных граждан, это против антоновцев. Там творилась совершенно другая история. В этот период, хотя обнищавшая, исхудавшая во всех отношениях Абхазия, после огромных жертв, после депортации XIX века, она оказалась втянута в новые процессы, которые начались. Да. Я скажу, что самое ценное, вот то, что вы на этом этапе для нас сделали, это то, что вы, во-первых, интересуетесь этой историей, и то, что вы нашли новые документы, для нас это важно. И ваша мысль о том, что есть, скорее всего, перспектива найти еще дополнительно другие материалы, которые расширят наши знания по этому вопросу, это тоже очень важный момент. Это то, что должно мотивировать молодых историков заниматься вот такой проблематикой, советской проблематикой. Молодой человек, вот наш магистрант задавал вам вопрос по части российской историографии. Историческая наука после развала Советского Союза в России пережила страшный шок. И этой науке, понимаете, реабилитироваться и по-новому посмотреть на всю историю советской державы, Советской империи, и посмотреть и объективно понять этот гигантский эксперимент, который провели большевики, это не так уж просто. Это сделает не одно поколение российских и нероссийских историков. Спасибо вам большое. Это была кафедра лекции на абхазском телевидении. До свидания.